Национальная служба новостей. Новости не знают границ. Национальная служба новостей. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на площадке информационного агентства «Национальная служба новостей». И сегодня у нас состоится брифинг кандидата в президенты Киргизской республики и экс-спикера парламента Адахана Мадумарова. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, коллеги, мы начинаем. И в ходе брифинга я буду задавать ваши вопросы, которые вы можете присылать, заполнив соответствующую небольшую форму на сайте nsn.fm прямо под видео. Адахан, еще раз добрый день. Вот последние месяцы очень бурно развивалась ситуация в Киргизии политическая. Расскажите, что же все-таки произошло и как сейчас обстоят дела в республике? Ну, во-первых, спасибо большое за то, что вы предоставили такую площадку, дали возможность пообщаться с представителями средств массовой информации и получить информацию. Хочу выразить вам благодарность за ваше приглашение. То, что произошло у нас в Кыргызстане, есть разные мнения, есть разные взгляды, разные оценки. После оглашения итогов парламентских выборов в Кыргызской республике были народное волнение, принимали участие 16 политических партий. Центральная избирательная комиссия огласила, что 7% барьер преодолели 4 политические партии. 3 политические партии – это околоправительственные, околовластные политические партии. Единственная партия, которая представляла оппозицию, это была наша партия, политическая партия «Бетон Кыргызстан». И на следующий день на площадь вышли представители оставшихся 12 политических партий с требованием отменить итоги выборов, потому что по ходу выборов были грубейшие нарушения Кодекса о выборах Кыргызской республики и закона Кыргызской республики. Потом постепенно переросло недовольство, но те политические силы, которые выходили на центральную площадь Алато, они требовали только отменить итоги выборов, что и было объявлено. А в повестке дня не было, чтобы правительство отправить в отставку, а тем более президента отправить в отставку, не было на повестке дня. Потом бурно развиваются эти события, и откуда ни возьмись появляется проблема отправить в отставку как правительство, так и президента. Что и произошло. Вот и с тех пор как бы политическая ситуация не может дойти до своего логического конца, потому что, выйдя из конституционного поля, невозможно устанавливать какие-то там порядки в соответствии с требованием Конституции Кыргызской республики. В соответствии с конституционным законом, если выборы не состоялись, то Центральная избирательная комиссия в течение 90 дней должны объявить повторные выборы. Что и сделала Центральная избирательная комиссия. Они объявили, что парламентские выборы должны состояться 20 декабря. Но власть, которая считает себя властью сегодня, приостановили действие 3 статей Конституционного закона и всячески препятствует проведению парламентских выборов. А в соответствии с Конституцией, если президент Кыргызской республики добровольно подает в отставку, то в течение 90 дней должны проводиться досрочные президентские выборы. Дату этих выборов должен объявить парламент. Если парламент не объявляет в соответствии с законом, Конституцией, по истечении 7 дней автоматически выборы считаются объявленными, и Центральная избирательная комиссия будет проводить выборы. Вот так.
И что же теперь дальше будет происходить в Киргизстане? Ну, то есть, какие у вас ожидания от выборов и когда они все-таки, ну, то есть, есть понимание, когда они наиболее вероятно состоятся? Ну, сейчас идут подготовки к проведению президентских выборов, назначен на 10 января. Насколько мне известно, 8 человек уже подали заявку на принятие участия на этих выборах. И 10 января будут президентские выборы. А потом уже, как получится, я не могу объяснить, потому что, я же говорю, поскольку мы вышли из конституционного поля, теперь тяжело очень вернуться. Если бы все пошагово было бы, сначала парламентские выборы, по итогам парламентских выборов, выигравшая партия или коалиция большинства формировала бы законного правительства, и потом все пошло бы по последовательности. А сегодня сначала президентские выборы, а потом объявлена какая-то там конституционная реформа. Как это будет проводиться, конституционная реформа, кем она будет проводиться, неизвестно. Поэтому я несколько раз обращался с сегодняшним деятелям немедленно вернуться в конституционное поле, и все действия должны соответствовать конституционному закону и Конституции. Что ж, а как вы считаете, как уже произошедшие события и вот предстоящие выборы способны повлиять на российско-киргизские отношения? Безусловно, любые политические мероприятия будут иметь последствия как внутриполитической жизни страны, так и внешней политики. Как будет проводиться внешняя политика, каковы будут векторы развития внешней политики, это будет зависеть от того, что какие силы придут и какими планами, какими программами придут. Безусловно, это будет влиять отношения. Безусловно. А по вашему мнению, как должны развиваться эти отношения? Как они должны развиваться, не нам решать, поскольку завещание предков, если вы конкретно имеете Российскую Федерацию, нашими предками было завещено всегда держаться вместе с Российской Федерацией и развиваться вместе, и держаться вместе во всех каких-то там внешнеполитических действиях. Это факт. Второе. У нас на территории Российской Федерации на сегодняшний день временно проживает и работает более 800 тысяч граждан Кыргызской Республики. Безусловно, они тоже имеют огромное влияние на внутриполитическую жизнь Кыргызской Республики, так и на социально-экономическое положение. Потому что мы ежегодно из наших граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации, получаем практически один бюджет. Это более 2,5 миллиардов долларов они вливают в кыргызскую экономику. Это будет иметь колоссальный эффект от того, что как будет проводиться внешняя политика Кыргызской Республики, от этого и зависит огромное количество положений, огромного количества граждан Кыргызской Республики. А что касается в глобальном в смысле этого слова, Кыргызстан является активным членом Организации договора о коллективной безопасности. Кыргызстан является членом Таможенного союза, Евразийского экономического пространства. Кыргызстан является членом Содружества независимых государств. Поэтому, безусловно, я не говорю уже, как и Россия, так и Кыргызская республика являются членами Шанхайской организации сотрудничества. Безусловно, в этом направлении надо корректировать, надо согласовывать, надо вести единую внешнюю политику. От этого зависит в целом и состояние и положение в самой Кыргызской республике. А вот на данный момент, на сегодняшний день, в вашем понимании, есть какой-то универсальный инструмент, который может помочь урегулировать внутриполитический кризис в Киргизии, либо какая-то схема действий? А это в первую очередь надо просто соблюдать Конституцию Кыргызской республики. Надо действовать в соответствии с Конституцией Кыргызской республики.
А что касается во внешней политике, надо просто держать свое слово перед внешними партнерами. Это элементарно. Тут не надо велосипед изобретать или там какие-то усилия прилагать. Просто элементарно соблюдай внутреннее законодательство Кыргызской Республики и будь всегда твердым в исполнении взятых международных обязательств. Это элементарные вещи. Что ж, коллеги журналисты, если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимайте ваши руки, представляйтесь, задавайте вопрос. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если в случае, если вы выиграете президентские гонки, возможно ли ваш оппонент Джапаров вместе с коалицией, как вы на это смотрите? Вместе куда идти? Вместе, если возьмет на, как говорится, если уступите, я не знаю, как это получается у вас, или вы выиграете, или он выиграет. Возможно ли между вами коалиционный будет, или между вами договоренность, что кто будет премьер-министром, кто будет президентом, например, вы, если станете президентом, вы можете, как оппонент, он если придет к вам. Я понял, да. Вы какой этот представляете? Я портал aginfo.ru. Не от желания человека или не от желания политика должно зависеть будущее нашей страны. Конституция. Раз написано в Конституции, что выигравшая партия или несколько политических партий объединяется и выбирает премьер-министра Кыргызской Республики, то должны мы соответствовать этому требованию. После президентских выборов должны немедленно проводить парламентские выборы. На парламентских выборах какие политические партии выиграют, им решать, кому стать премьер-министром Кыргызской Республики. К сожалению, некоторые политики считают, вот он мне нравится, вот он со мной готов сотрудничать, я буду с ними работать, и начинают вот эти вот проводить соглашательскую политику. Это неправильно, это неверно. Кому быть президентом и кому стать премьер-министром Кыргызской Республики, должен решать народ Кыргызской Республики. Если ни одна партия не выиграет, то лидеры политических партий должны договариваться с другими политическими партиями, создать коалицию большинства. К сожалению, некоторые ура-патриоты сегодня говорят, если я выиграю, тот станет премьер-министром. Он еще не император, чтобы он единолично назначал кого-то премьером или кого-то министром. Это решение парламента. Через парламент, она делегированный орган, поскольку единственным источником власти и носителем суверенитета в Кыргызской Республике является народ Кыргызстана. И народ делегировал свои полномочия формирования правительства, исполнительной ветви власти Кыргызской Республики именно парламенту. Именно парламенту и решить, кому быть. Думаю, что мы со всеми политическими силами будем договариваться исключительно в рамках Конституции и в интересах нашего государства. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Руслан Закаркин, «Голос новости». Сразу покажусь, что скрываться. Но на самом деле у меня два будет вопроса маленьких. Смотрите, вы снова сидите без средств индивидуальной защиты, хотя все должны быть в масках, перчатках, это понятно. Но когда-то, когда был первый локдаун, вы сказали, что коронавирус, скажем так, это вообще не болезнь, ничего, а сколько у нас уже в Москве ограничений, сколько в Кыргызстане ограничений, сколько у нас потерь. Вы осознаете свою ответственность за те слова, когда вы говорили, что ничего страшного в этом нет, это первое. И второе. Я не хотел его задавать, но когда мы все сюда приходили, в Национальную службу новостей, я встретил двух молодых ребят из Кыргызстана, которые здесь работают, трудовые мигранты. И они были с одиночными пикетами. Что-то там на своем языке как раз на киргизском написали. Я спросил, а что написано? Он сказал, в мягкой форме мы против того, чтобы вы стали президентом. И один из них отказался говорить, а один сказал, в общем, Мудумаров нам не нравится, потому что он использует мигрантов, когда им нужно. В общем, одни и те же песни каждый год, разные политики, в том числе и вы, призываете мигрантов, в том числе и голосовать. Но неужели это только способ выиграть на выборах, или мы как-то неправильно понимаем? Очень хотелось бы ваш развернутый ответ увидеть, как говорится, нет за ответ. Спасибо. Спасибо. Что касается ковида, коронавируса, Мадумаров когда говорил об этом? Можете напомнить? Весной.
19 марта. Весной, все правильно. Когда у нас в Кыргызстане начались вот эти вот коронавирусная истерия? С того же самого времени. С июня. С июня. Люди приезжали, они же вас слышат. С июня. Дорогой мой, если народ после обращения Мадумарова перестает бояться от ковида, то счастлив Мадумаров. Значит, народ слушается, народ верит и доверяет. Где ваша логика? Вы говорите, народ вам не доверяет? А если не доверяет, при чем тут Мадумаров? Выступил так выступил. И причем такими призывами выступал не один Мадумаров. Обратите внимание на итальянский парламент, обратите внимание на американский конгресс, обратите внимание на австрийский парламент. Все выступали так. Я отвечаю за свои слова, а не за то, что вы услышали. Я говорил, не надо бояться. Паника – это самый страшный вирус. Не надо бояться. Страх снижает сопротивляемость организма к любой инфекции. Надо успокаивать. Это первое. Второе. Время показало и доказало, что я был абсолютно прав. Посмотрите, с 19 марта по 1 июня количество заразившихся практически ничтожество. А с июня, да. Почему? Потому что начиная с марта начинаются весенние полевые работы. Всех загнать домой и полностью закрываться. Осенью почувствуем мы продовольственную безопасность. Всегда палка о двух концах. Надо выбирать, что лучше. Всю зиму сидеть голодным или весной выйти поработать, но зато зимовать достойно. Второе. Одиночный пикет, я бы оскорбился, если бы не было такого пикета. Мадумарова везде сопровождает. И мне известны эти люди. Кто направляет, как направляет, во имя чего направляет. Если вы задали вопрос, он не отвечает, потому что он не знает, почему так стоит. Он должен так стоять. Один отказался, а второй прокомментировал. Ну, прокомментировал и сказал, что Мадумаров не нравится, да? Я же когда-то отвечал, когда подал в отставку с поста спикера парламента Кыргызской республики. Я не девушка, чтобы постараться понравиться всем. Понимаешь? У вас есть дети? Пока еще нет, но есть не есть. Вот когда будут, попробуйте, пожалуйста, вы своим детям не нравитесь иногда. Это нормальное явление. То есть здесь не нравится, не нравится. Здесь уже профессиональные какие-то качества учитывают. И этот человек сказал, что хочет видеть молодых во власти. Молодых. Молодых, Меняемость, молодая. да, это хорошее желание. Это очень хорошее желание. Но Мадумаров не Трамп и не Байден. До Трампа, до Байдена мне еще четверть века надо жить. Я по сравнению с ними еще мальчик. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо. Удачи вам. Да. Снимаю маску. Союз национальностей, самого главного редактора журнала. Значит, маску одеваю, вот, и сразу по той теме, которая сейчас была, сообщаю, что мы здесь все в масках. Вот. Господин Мадумаров от нас находится на более чем нужном расстоянии, поэтому я считаю это абсолютно правильно, что без маски, потому что мы должны видеть представителя Кыргызстана. Вот, значит, какие вопросы будут? Ну, первый вопрос – это такой насущный по выборной системе. Значит, существуют наблюдатели, которые смотрят за тем, чтобы выборы проходили без нарушений. Но мы в бывшем жили единой страной, да и мы сейчас находимся в разных странах, но мы близкие народы. Вот. И есть такое предложение. Может ли быть оно осуществлено? Может быть, Российская Федерация, имеющая большой опыт в предвыборной программе, быть не только наблюдателем, но и занимать какое-то место в участии предвыборного процесса, когда на этом периоде, возможно, меньше было бы нарушений и ситуация не заходила бы в коллапс.
И у меня будет второй вопрос, сразу задам два. Значит, нам, конечно, интересно, у нас общие цели, это благосостояние народа и, скажем так, уверенность в завтрашнем дне. Вот, то есть создается впечатление, что там, где идет послабление налогового бремени, развивается промышленность и присутствует инвестиционная привлекательность. Рассматриваете ли вы в перспективе изменить что-то в налоговом законодательстве на предмет понижения или повышения налогов? Спасибо большое. Очень актуальные вопросы. Насчет того, что повлияет ли Российская Федерация вообще на ход выборов в Кыргызской Республике, безусловно, повлияет. Если бы я сказал, что не влияет, я бы слукавил бы. Повлияет, в любом случае повлияет, потому что... Да. Я хотел сказать, что участие, вот именно участие в проведении предвыборного процесса. Я об этом и говорю, да. Есть такие международные институты, как Межпарламентская ассамблея Содружества независимых государств. Имеет право отправлять туда наблюдателей. Есть организация договора о коллективной безопасности. Имеет право отправлять туда. И Центральная избирательная комиссия Российской Федерации от себя тоже имеет право отправлять туда наблюдателей. То есть мы, Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики, должна направлять приглашение, принимать участие в качестве наблюдателей. Есть долгосрочные, есть краткосрочные. И эти наблюдатели, безусловно, сыграют свою роль в проведении любого политического мероприятия, будь это референдум, будь это там парламентские выборы, президентские выборы, безусловно. И мы заинтересованы, чем больше будет международных наблюдателей, тем лучше для нашей страны. Второй вопрос. Заинтересованы ли мы в кооперации каких-то там отдельных отраслей кыргызской экономики с Российской Федерацией? Безусловно. Сам Бог велел, если мы находимся в едином экономическом пространстве, в таможенном союзе, мы должны кооперироваться, не должны повторяться. И я вчера услышал от своих коллег, что впервые в следующем году собирается проводить такой экономико-культурного характера фестиваль или ярмарка, или как бы смотрину, как будем называть, форум, как будем называть, это не от этого зависит, а от результата. Это «Голос Евразии». Потрясающий проект, имеющий огромную перспективу, колоссальную перспективу. И самое главное, есть на то желание, есть на то необходимость со стороны, я за Кыргызскую Республику отвечаю, есть в этом потребность, огромная потребность. Я в свое время, как проводивший Дни культуры Кыргызской Республики в российских субъектах, в частности в Пензенской области, в Свердловской области, я видел потенциал. Не всегда надо ждать решения правительства или решения там, федерального масштаба. Надо налаживать связи на региональном уровне, на областном уровне, и дела пойдут быстрее. Я абсолютно уверен в этом. Я более того заявил, что в моих силах, я буду прилагать все усилия, чтобы именно вот со стороны Кыргызстана, какая помощь необходима, мы будем прилагать все усилия, независимо от того, что, как закончатся эти выборы, независимо от этого, потому что это веление времени и требования нашего народа. Мы будем развивать эти отношения. Необходимость есть. Я вчера приводил пример. Некоторые кондитерские фабрики получают сырье неизвестно откуда, тогда когда есть у нас в Кыргызской Республике. Кыргызская сельхозпродукция – это самая экологичная сельхозпродукция, потому что Кыргызская Республика ни одного грамма, ни одного килограмма химических удобрений не производит. Все это экологически чистейшее, натуральное. А есть необходимость в этом, огромная необходимость. Вот, пожалуйста, я в свое время как раз и не успел договориться с Кемеровской областью, чтобы отправлять сельхозпродукцию туда, потому что
тогда говорили, что не буду назвать из какой страны, эти продукции уже надоели. А вот из Кыргызстана это чистейшая продукция. Мы будем развивать это отношение. И призываю всех вчерашних моих коллег, которые об этом и говорили, прилагать все усилия. Мы будем счастливы. Спасибо. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. Национальный интерес, издание. Два вопроса тоже. Первый, соответственно, события на киргизско-таджикской границе. Можете вы как-то прокомментировать? И если там чувствуете какую-то ответственность за это событие? Кыргызско-таджикские отношения, они носят уже на протяжении скольких лет, еще со времен Советского Союза. Потому что существует несколько документов. Есть документы по ограничению государственных границ, тогда назывался административных границ, не государственных, 20-х, есть 50-е. Одна сторона придерживается к 20-м, другая сторона не признает, придерживается к 50-м. Надо договариваться. Другого пути нету. Не надо идти на какие-то там крайние меры, надо договариваться. В любом случае надо договариваться, потому что там настолько все переплетено. Вот одна улица, правая часть принадлежит Кыргызской республике, левая часть принадлежит республике Таджикистан. Как теперь быть? Пополам поделить улицу или как быть? Путем обмена надо договариваться. В любом случае надо договариваться, и не дай бог, конечно, сегодня вот то, что пострадали наши братские страны, братские республики между Азербайджаном и Арменией, не дай бог до такого состояния доводить. Надо договариваться. Другого пути нету. Нет, не бывает неразрешимых проблем. Все разрешимо, но только надо договариваться. Спасибо. И второй вопрос, который я задал, события, соответственно, 2010 года, да, печальные, когда ну, вот, эти люди там боролись против клана, соответственно, понятно. Вот ваше отношение к ним, к этим людям, просто ну, где-то бытует мнение, что вы нелестно на них отзывались. Можете? Против кого? Ну вот те люди, которые участвовали во всем этом. В 10-м? Я так понимаю, Да, клан семейный Бакеевых, наверное. был. Да. Ну когда Я нелестно отзывался о... людях, которые там участвовали, называли это вроде как зверьми, там, алкашами, типа такого. Ну, можете прокомментировать перед первых уст? Вы знаете, из первых уст как раз я несколько раз говорил, можно интерпретировать по-своему. Один из мировых известных ученых говорил, что то, о чем он говорил, журналист написал совсем наоборот. И он пригласил ученый этого журналиста и говорит, да, говорит коллега, если вот вырвать мои какие-то слова из контекста, так, мои размышления бессмысленны. На следующий день журналист написал, что профессор признался, его размышления бессмысленны. Чтобы такому не быть, я говорю сразу, любая власть должна меняться путем исключительно через выборы. Любая власть. Какими бы благими намерениями ни шел на изменение какого-то там строя, я категорически противник насилия. Я не сторонник насилия. Только путем договора. Переговора. Надо добиваться этого. А то, что в 2010 году произошло, вот, пожалуйста, последствия в 2020 году. Ведь они будут носить перманентный характер из-за того, что ни первому перевороту, ни второму перевороту не дали ни общество, ни власть юридическую оценку. Надо дать юридическую оценку и показать, что на самом деле произошло. Сегодня, к сожалению, огромное большинство населения получает информацию через средства массовой информации, а средства массовой информации как таковые являются рупорами отдельных политических группировок и сил, соответственно, они далеки от правды. Каждый интерпретирует по-своему. Тем более, мое выступление, они были интерпретированы так, что Мадумаров назвал их такими-то такими. Нет, дорогие мои, не те, которые полегли на площади, а те, которые захватили. Вот сегодняшний парадокс тоже получается, да? У нас есть генерал Курсан Асанов, экс-заместитель министра внутренних дел.
Он не принимал участия на площади. Его посадили и потом обвинили за попытку захвата власти. А ты как сидишь там? Тебя выбрал народ? Тебя избрал кто? Ты в качестве кого сидишь? А он, видите, попытался. А эти уже захватили. Вот в чем разница. Поэтому, дорогие мои друзья, коллеги, мы должны быть максимально справедливы, чтобы требовать от кого-то что-то, ты должен соответствовать этим требованиям. Спасибо. Да, спасибо, коллеги-журналисты. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Я хотел бы спросить, да? У нас в Москве соотечественных, как в Кыргызской республике, много. Хотел бы спросить, а почему вы вот вспоминаете о нас только перед выборной кампанией? Или мы лишь только инструмент для вашей достижения амбициозных целей? Хорошо, спасибо. Атыңыз кім? Азамат. Азамат. Я в год сколько раз бываю в Москве? Хорошо, просто когда вот у нас карантин был, наши сколько соотечественники были там? Хорошо, хорошо, хорошо. Никто не пришел. Хорошо. Вы в каникулы шли. Хорошо. Я дважды покупал билет и дважды не мог прилететь. Вы правильно, ты правильно, в каникулы шли. Это я Мундай, да? Народ, Коллеги, Дорогие, дайте ответить, пожалуйста. дорогие мои, я уже 12-й год пошел, нигде не работаю. Не надо на меня бросаться. Я простой гражданин Кыргызской республики, такой же, как и вы. Это первое. Второе. Несмотря на это, я в год, наверное, по 3-4 раза приезжаю. Я встречаюсь. Вы, наверное, первый раз видите меня. Вы не ходите на эти собрания. Я позавчера встречался буквально там сколько было, около 700 наших сограждан. Я не только в Москве, я в Екатеринбурге, в Иркутске, в Красноярске и в Петербурге бываю. Вот позавчера был в Твери. Дорогие мои, для того, чтобы задавать вопросы, должны четко представлять, кому задаете, для чего задаете, зачем задаете. Я еще, будучи депутатом, приезжал, и там, где, я не люблю это слово мигранты, я говорю временно проживающие и трудящиеся за пределами нашей страны. И в Казахстане бываю, и в Турции бываю. Там, где работают наши соотечественники, я везде бываю. Независимо от того, что там есть выборы, нет выборов, я говорю, в 11 лет, 20 лет я уже объезжаю там, где есть наши соотечественники. Меня приглашают в Соединенные Штаты, приглашают в Южную Корею. А если других политиков не приглашают, то их это трагедия. Они не приезжают, потому что нечего сказать. А я приезжаю, потому что мне каждый из вас дороги. Я всегда говорил, говорю и буду говорить до конца своей жизни. Истинное богатство любого государства – это не нефть, это не газ, это не золото, это не уголь. Это народ. Мы говорим, да, из Кыргызстана вывезли столько-то там миллионов долларов. А почему мы не говорим, что из Кыргызстана ежегодно 200-250 тысяч молодые люди, такие как вы, покидают страну? Вы – истинное богатство моего народа. Вы бесценный человек. Для меня золото, уголь или что-то еще абсолютно не имеет цены без вас. Эти богатства должны служить для народа. А если народ покидает твою страну, для кого это? Мы должны это понимать. Если вам сказали, задай этот вопрос, это шаблонный вопрос, но ко мне не имеющий никакого отношения. Это первое. Второе. Несмотря на то, что я столько лет не работаю нигде, именно мои соотечественники обращались, которые оказались в Соль-Илецке. 870, сколько-то там человек, не помню сейчас. Я был вынужден обратиться к первому президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Я вынужден обратиться. И в течение 2 суток я выражаю благодарность огромную Нурсултану Абишевичу. Да, этот вопрос решили. Они сколько находились там? А я кто? Ни депутат, ни министр, ни чиновник государственного масштаба. Но я приложил все усилия, чтобы решить этот вопрос. И счастлив, что этот вопрос решен. Кому-то нравится, не нравится, я буду этим делом заниматься. Не ради
какой-то там политической выгоды, а ради блага моего народа. Я не могу спокойно спать, если там на земле лежат и спят, и живут без воды, без хлеба, без еды мои соотечественники. Вы, наверное, согласитесь со мной. А вот то, что я приезжаю только тогда, когда приглашают меня. Попробуйте организовать 800 человек в одном зале, если прилетает туда какой-то чиновник. Попробуйте организовать. Есть необходимость, я прилетаю. Неважно куда и сколько. Хорошо? Спасибо. Да, пожалуйста. Продолжение нашего темы миграции. Миграция очень актуальна. Каждый день практически в площадках Москвы проводятся различные мероприятия сегодня. На дворе, как говорится, опять же здесь на 2 месяца сегодня, вчера, например, славяне сделали чуть не карантин, здесь на 2 месяца, до 15 января. Да. Поэтому, что вам могу сказать? Вы можете поделиться с планами, если вы станете президентом, раз, два, три, первый, второй, четвертый, что будет с нашими мигрантами? Кроме того, что вы назвали 800 тысяч, плюс еще 800 тысяч, получивших гражданство, которые не имеют нигде жилье, бомжи. Выехали оттуда и ни здесь не имеют, и ни там не имеют, понимаете? Да? Мы, я 15 лет занимаюсь проблемой трудовой миграции, знаете, мою статью и пишу чуть не каждый день, ключевой ответ решена. Поэтому в этом плане это очень актуальный вопрос, и вас, уверяю, поддерживают здесь в Российской Федерации, в том числе наши соотечественники и ваши соотечественники, я как гражданин Российской Федерации. Поэтому, уверяю вас, желаю вам доброго пути. Спасибо. Спасибо. Вчера, отвечая на аналогичный вопрос, говорил, что первый шаг – это надо наводить порядок дома. Молодые люди должны чувствовать себя востребованными там. Там должны быть востребованы. Второе. Раз выехали и проживают, и работают на территории Российской Федерации, я первым делом хочу инициировать закон о двойном гражданстве с Российской Федерацией и Кыргызской Республики. Это нам необходимо. Это даст еще мощный импульс интеграции двух республик. Российской Федерации и Кыргызской Республики. От этого мы выиграем. Потому что, как вы говорили, вы тоже гражданин Российской Федерации. Вы не имеете права на собственность на территории Кыргызской Республики. У вас другой родины нету. Сейчас ваша родина Российская Федерация. Если вы хотите исторически родине вернуться, или ваши дети, то они не пользуются никакими человеческими гражданскими правами. Вы этого хотите? Нет. Я этого тоже не хочу. Поэтому граждане Кыргызской Республики одновременно имели бы право быть гражданинами Российской Федерации, точно так же обратно. Граждане Российской Федерации могли бы получить гражданство Кыргызской Республики и великолепно чувствовать и находиться на берегу Иссык-Куля, высоко в горах, где хотите, там и будете находиться. Это будет реальный шаг для интеграции двух республик. Это еще раз будет сближать наши народы и будет пользоваться одинаковыми правами. Третье. Надо наводить порядок у себя дома. Это первое. Второе. Не надо каждый раз просить у кого-то что-то. Надо что-то и отдавать. Мы за последние 30 лет умеем только просить. А что мы отдаем? Ничего, абсолютно ничего. Поэтому надо поднимать внутреннее состояние граждан Кыргызской Республики, что они тоже самодостаточные. Они тоже на что-то способные. Вот этот вот комплекс надо изжить. Надо выдавить из организма любого гражданина Кыргызской Республики. Даже маленькие дети сейчас говорят: закончу школу, уеду туда-то. Закончу университет, хочу устроиться туда-то.
Очень мало молодых людей говорят, что я останусь и буду развивать свою страну. Нет, такого нету понятия. Поэтому мы вначале беседовали, сейчас буквально за 10-15 минут, школьное образование надо пересмотреть. Школьное воспитание, дошкольное воспитание, образование надо пересмотреть, надо вернуться назад. Надо восстанавливать советскую систему образования и советский метод воспитания школьного, дошкольного учреждения. Только так мы можем восстановить. Для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым, он должен чувствовать себя человеком. А у нас, к сожалению, так не бывает. Если есть деньги, то можешь стать депутатом. Если есть деньги, то можешь стать министром. Это деградация. Потрясающая деградация. Если дальше так будет продолжаться, как суверенная страна, как суверенное государство будет очень тяжело существовать. Я не говорю, что расцветать, даже существовать будет тяжело. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо, да, пожалуйста. Международное сообщество Советский Союз. Там камера прямо за вами. Союз писателей России. Вот в этой связи хотелось бы немножко не литературный вопрос, а больше в сфере экономики задать вам. Скажите, вот некоторые страны делают ставку, ну, допустим, на сельское хозяйство. Безусловно, в Кыргызстане это мощные области, как сейчас принято говорить, драйвер экономики. Кто-то делает ставку на IT-сектор. Вот вы, как, скажем, политик с гигантским опытом и, прямо скажем, уважаемый в своей стране, в нашей стране, какие бы вы наметили вот именно экономические, вот, собственно говоря, драйверы кыргызской экономики? Спасибо большое. Союз литераторов Российской Федерации – это мною очень уважаемая организация. Я, будучи студентом, я вчера рассказывал, что в каждый четверг в ЦДЛ, в Центральном доме литераторов, проводились творческие вечера. Вот сегодняшняя молодежь ходит на такие творческие вечера по четвергам? Не знаю, а мы ходили. Бывает. И, кстати, самое смешное, что именно по четвергам. Да. Только не обязательно, что в Центральном доме литераторов сейчас же много разных писательских союзов. Да. Есть старейшие, есть, условно говоря, новейшие, но все они живут и, может быть, потом нам расскажете, если времени хватит. Сядьте лучше, пожалуйста, с вами камера просто. Как у вас ситуация? Я завидую тем людям, у кого вот именно в родном городе есть такие организации, и куда ходят на литературные вечера. Это ностальгия для меня. Спасибо. Вот на ваш вопрос. Вы знаете, есть 3 вектора. Это мое убеждение за столь долгое время, будучи депутатом, и когда работал в правительстве и в администрации, 3 вектора. Первый вектор – это экологическая чистая продукция. Это первый основной вектор, потому что, посмотрите, я в свое время говорил, в 96-97 годах, выступая в парламенте, говорил, что вот это наша чистейшая горная вода, показывал депутатам. Настанет день, за литр нашей воды можно будет покупать 2 литра бензина. Тогда депутаты усмехались надо мной. Вот молодой человек откуда появился. Где-то сказано. А те времена как раз были в дефиците, потому что Кыргызская республика очень скудна своими углеводородными запасами. Нету практически. Мы не добываем нефть. Да, это было смешно. Но сегодня в аэропорту Манас пол-литра воды, родниковой воды, легенда называется, стоит 50 сомов. Пол-литра. А литр бензина стоит 33 сома. Да. И больше, чем сбылись эти прогнозы. Значит, получается, литр чистейшей воды – это 100 сомов, а за 100 сомов можно залить 3 литра бензина. И сегодня говорю, чистейшая экологическая продукция. Такой горный воздух. Пожалуйста, и туризм, и экологическая чистая сельхозпродукция. Это первый вектор. Второй вектор – мощнейший энергетический ресурс, энергетический потенциал. Мощнейший. Еще при Советском Союзе ученые разрабатывали проекты по реке Нарын. Можно построить более 20 гидроэлектростанций. Это самая дешевая электроэнергия.
самое дешевое. Мы с Российской Федерацией создали совместное предприятие с Русгидро, заключили контракт. Русгидро туда вложила 37 миллионов долларов и совместно готовы были построить гидроэлектростанции Камбарата-1 и достроить Камбарата-2, и потом по Верхненарынскому каскаду построить несколько мини-электростанций. Да, каскадные именно, да. Потом, что не понравилось, я не знаю. Догадываюсь, я не могу утверждать, что наши чиновники привыкли находиться постоянно на подножном корме. Их надо кормить постоянно. И, видимо, наверное, опять эта болезнь помешала дальнейшему сотрудничеству с Российской Федерацией. И в одностороннем порядке они прекратили сотрудничество. Вот это третий вектор. Это второй вектор. Третий вектор – это горнодобывающая отрасль. Российская Федерация, есть крупнейшая компания, такой как «Русал». «Русал» алюминий добывает из Эфиопии, брикетами привозят, и здесь они добывают алюминий. У нас Баткенская область и Панфиловский район Чуйской области практически на земле лежат эти залежи. 225 тысяч тонн ежегодно можно производить чистейший алюминий. Себестоимость будет одним из низких во всем мире, а спрос в мировом автопроме ежегодно растет. Я вам скажу, Кыргызская республика – это богатейшая страна. Из-за бездарного руководства находимся там, где мы сегодня находимся. Я абсолютно уверен, за кратчайшее время можно поднять экономику Кыргызской республики. И более того, вот если один алюминиевый завод на территории Панфиловского района и второй будет в Баткенском районе, вы можете представить себе, сколько тысяч, это только прямые, непосредственно работающие в этой отрасли, а сколько там сопровождающих, они станут локомотивом развития экономики Кыргызской республики. Соответственно, будет развиваться железная дорога. Раз железная дорога, значит, будет развиваться дальнейшие какие-то инфраструктурные составляющие. Значит, это и питание, это и производство, это и туда надо доставить электроэнергию, значит, надо строить ГЭС. Я вижу колоссальный потенциал в своей республике. Но нет возможности реализовать эти планы. Вот сейчас молодые люди задают вопрос, мы что, вам нужны только вперед выборной кампании? Нет, дорогие мои, нет. Вы мне нужны всегда, особенно после выборов. Особенно после выборов. И вы тогда почувствуете, наоборот, у нас будет нехватка рабочих сил. Тогда почувствуете. Я ради этого иду, поэтому многим нравлюсь, многим не нравлюсь, многие готовы проглотить. Ну что ж, за идею готовы бороться до конца. Спасибо. Спасибо. Очень много вопросов приходит также онлайн. Все не успеем задать, но большую часть из них вы уже ответили. Вот те, которые не были еще озвучены, сегодня я озвучу. Как вы оцениваете шансы на победу исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова? У любого кандидата, насколько у него шансы, зависит от него самого. Как он поведет, насколько будет реалистичен, насколько он понятно, внятно может довести свое мнение до своего народа. Я не хочу быть провидцем, у кого сколько там шансов. Тем более, я сам баллотирующийся человек, и будет некорректно, наверное, говорить о каких-то шансах чьих-то. Следующий вопрос. Как вышло, что Киргизию возглавил Садыр Жапаров, человек, которого сначала судили за взятие заложника, а потом силой освободили из СИЗО? Как на самом деле был спланирован и организован госпереворот? В начале 90-х был лозунг у первого президента «Под нашим солнцем растет все». Перефразируя, могу сказать, что в кыргызской политической жизни бывает всякое. Как это все вышло, я, наверное, после выборной кампании, как историк, как политик,
могу дать оценку. Если я сегодня дам, то получится, что я нечестную борьбу буду проводить. Поэтому я воздержусь, а оценку я обязательно дам. Спасибо. Следующий вопрос. Один из кандидатов в президенты Киргизии Арстанбек Абдуллаев в прошлом году объявил себя богом и заявил о намерениях стать президентом Вселенной. Почему тогда он баллотируется на пост президента Киргизской республики? Кыргызстан, наверное, больше, чем Вселенная. Как Владимир Владимирович говорил, Россия не имеет границ там. Поэтому Кыргызстан получается больше, чем Вселенная, раз человек стремится туда. Так, эти вопросы были, эти были. Сейчас представители действующей власти республики избегают говорить публично на русском, сокращается его преподавание в школах и использование в вузах. Ваше мнение о месте русского языка в современном Кыргызстане? Некоторые люди могут подумать, что я лишь во время какой-то политической кампании говорю об этом. Нет, я всегда говорил, говорю и буду говорить. Если ты истинный патриот своего народа, своего государства, то ты обязан знать русский язык, потому что именно этот язык является мостом между кыргызами и другими национальностями. Мы всю литературу, мировую классику, технические какие-то там литературы получаем исключительно через русский язык. Некоторые говорят, и в этой шутке есть доля правды, больше, чем правда, что чтобы стать кыргызом, сначала ты должен быть русским. Понимаете, мышление и мировоззрение, и мироощущение, если хотите, мировосприятие, у нас так сложилось, что без русского языка никуда, абсолютно никуда. Поэтому значение великого могучего, я могу сказать, что это бесценно, это дар. Как Чингиз Айтматов писал, русский язык и кыргызский язык – это два крыла одной птицы. Однокрылья птица никуда не полетит. Я еще раз говорю, не надо быть лжепатриотом. Если ты настоящий патриот, ты должен заставить свой народ минимум знать два языка, а то и 3, 4, 5. Язык не надо превращать в политическое орудие. Никогда, ни в коем случае. Поэтому русский язык будет иметь решающее место. Не зря в свое время мы принимали в Конституции положение, что русский язык является официальным языком. Судебные тяжбы, вы представляете, и судебные тяжбы, и разборки в Центральной избирательной комиссии, если вы обратили внимание, всегда проходят на русском языке. Всегда. Следующий вопрос. США сейчас контролируют многие партии и некоммерческие организации в Киргизской республике. Ряд политиков выступает за углубление отношений с Америкой в ущерб экономическому и военному сотрудничеству с Россией. Как вы на это смотрите? Мы должны сотрудничать со всеми заинтересованными государствами, со всеми партнерами, исходя из интересов Кыргызской республики. Но при этом у нас тоже друзей много бывает по жизни. Но есть близкие друзья. Есть друзья, с кем можно просто в неделю один раз посидеть, поговорить, пообщаться. А есть друзья, без которых невозможно быть на этой земле. Мне кажется, что наши ближайшие соседи, Узбекистан и Казахстан и Таджикистан, это ближайшие соседи. Соседи не выбирают. И они есть наши партнеры. А Российская Федерация, я еще раз говорю, что ключевую роль в любом случае будет играть Россия. Как можно не развивать и не общаться с Российской Федерацией, если, как в свое время Петербург стал окном для Европы, а Россия для Кыргызской республики является как раз и окном для мира. Именно через Россию. Вчера один из моих близких друзей, москвич, говорит великолепные мысли.
зачем 6-миллионному населению делать то-то, 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 то-то. Он с исторической точки зрения говорил. Вместо того, чтобы направлять эти средства туда-то, туда-то, туда-то. Я не могу сейчас эти слова говорить. Почему? Потому что, еще раз говорю, что по законодательству пока еще рано вести предвыборную кампанию. Я должен воздерживаться. Если на некоторые вопросы отвечая коротко и в одном направлении, то вы должны четко понимать, что чтобы не оценили это за преждевременную агитацию. Что следующий вопрос, который еще не был занят. Ваше видение дальнейшего развития ШОС? Шанхайская организация сотрудничества, имея колоссальный потенциал, сейчас все больше и больше уступает свои возможности перед такой организацией, как БРИКС. БРИКС – это практически 2/3 земного шара, человеческого потенциала, не говоря уже об экономическом потенциале. Очень быстрым темпом развивается Индия. И у Бразилии тоже мощный потенциал развития экономики. И будущее все-таки, ну там же, эти же игроки будут играть ключевую роль. Это Россия и Китай. Просто Россия и Китай выходят на более высокую позицию, имея Шанхайская организация сотрудничества, это практически евразийское пространство. В основном евразийское пространство. А БРИКС – это мировое пространство. А если эти две державы решат, то Шанхайская организация сотрудничества в будущем может стать каким-то отделом структуры БРИКСа. Мне так видится, потому что, чтобы друг друга не повторять, они могут так слиться. Что ж, спасибо большое. Вопросы, которые пришли онлайн, мы все задали. Есть ли еще вопросы у журналистов? Может быть, один вопрос. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня Рябинин Вадим зовут, Первый российский национальный канал. Хотелось бы к вам вопрос задать как историку-политику. Вот в свое время Российская империя потратила огромные ресурсы, и людские, и финансовые, для того, чтобы ввести Среднюю Азию в орбиту интересов Российской империи, потом России и Советского Союза. Естественно, это было соперничество с англосаксонской стороной, и мы остановились, по сути дела, на линии Афганистана. Вы не раз говорили о том, что Киргизия и Казахстан могут стать сейчас локомотивом, опять же, нашего евразийского сотрудничества и влияния, в том числе и России в регионе, в Средней Азии, и вообще в евразийском регионе. Скажите, а вот если конкретизировать, какие сейчас меры проводятся по линии официальных структур, там ОДКБ вы сказали, Межпарламентской ассамблеи, для возможного усиления этой интеграции между Киргизией и Россией, и чего не хватает для того, чтобы эта интеграция пошла более ускоренными методами? Спасибо. Спасибо большое. В первую очередь, законодатели должны заниматься по возможности унификацией законодательной базы. Должны быть одинаковые правила ведения бизнеса и в сфере культуры, образования. И для этого как раз и разрабатываются модельные какие-то базовые проекты, законопроекты. Да, мы в основном пользуемся, но в свое время как раз Кыргызская республика разработала впервые на постсоветском пространстве Трудовой кодекс. Трудовой кодекс, разработанный Кыргызской республикой, по сегодняшний день остается модельным кодексом для стран СНГ, для 11 стран. Другие таможенные кодексы, это с Российской Федерацией. Воздушный кодекс, это тоже Российская Федерация. Из Беларуси мы какие-то там законы брали в качестве модельного кодекса, закона. Что должны делать? В первую очередь желание. Огромное желание и понимание
ответственность, чувствовать свою ответственность перед своим народом, политики, чтобы и для Российской Федерации, и для Кыргызской Республики, они в первую очередь должны служить в интересах своих народов. В этом отношении взаимовыгодное стремление друг к другу – это колоссальное. Поверьте мне, я выступал и в других субъектах Российской Федерации, перед публикой, исключительно гражданами Российской Федерации, я чувствовал, что есть такая необходимость. И в дальнейшем мы будем наращивать. Я всю силу буду прилагать, чтобы именно вот эта тенденция приобрела новые очертания, новую силу. А генератором вот этих движений должны стать именно руководители государства. Потому что это веление времени, первое, и второе – это желание народа. А что мешает, я не могу понять. Потому что, смотрите, в свое время мы поднимали идею о создании единого информационного пространства. Мы бы выиграли сегодня. Мы должны, чем быстрее разработаем это положение и примем, тем быстрее будем защищаться от ненужных, нежелательных последствий. Потому что сегодня все говорят, там у него такие ракеты, там у него такое вооружение. Ничего подобного. Сегодня самое страшное оружие – это информационное оружие. Мы должны заботиться об информационной безопасности. Вот эта вот нетократия. Кстати, автор этого термина, мною очень уважаемый, хороший, близкий мой друг, профессор МГУ, доктор исторических наук Александр Львович Кобринский. Как раз мы вчера сидели с ним, долго разговаривали. Сегодня удивительная ситуация получается. У молодежи спрашиваешь, вот на Украине я смотрел по российскому телевидению, они абсолютно уверены в том, что в 1941 году Советский Союз напал на Украину, а товарищ Гитлер пришел на помощь. Они на полном серьезе говорят так, потому что их учат так. Потому что в учебниках так пишут. Владимир Александрович, это страшное явление, согласитесь. Ужасающее явление. А где гарантия, что завтра, послезавтра аналогичные учебники не появятся где-то там, в других странах? Сейчас полностью пересматриваются и переписываются итоги Второй мировой войны. Пытаются, и они причем навязываются. И Кыргызская республика в этом плане расположена так, что с любой стороны подвергается информационным атакам. И слева, справа, и сзади, спереди, со всех сторон. Выдержать такой натиск информационный очень тяжело. Потому что сегодняшняя молодежь, они не изучают историю. Они очень мало читают книги. Они даже телевизор не перестали смотреть. Они вот исключительно сидят со своими смартфонами, ищут информацию там, где абсолютно неподтвержденные какие-то там факты. Никто никакую ответственность не несет за это. Посмотрите, в Египте, что произошло в результате вот этих вот смартфонов. В других странах что происходит. Поэтому, если сегодня мы не возьмемся за это дело, завтра может стать поздно. Сегодня, возможно, как молодой человек говорил, крикну, а в ответ тишина. Мы тоже сегодня кричим. В свое время кричала депутат Верховного Совета СССР Сажи Умалатова. Она кричала в свое время, но потому что почему-то ее тоже благополучно и закрывали, и заглохло. Сегодня есть такие голоса? Есть. Слава Богу, есть. Но опять-таки не слышим. Что ж, да, пожалуйста, последний вопрос буквально. Вопрос, да, как раз вот, к сожалению, из-за коронавирусных ограничений, по уважительной причине, не все наши коллеги, журналисты смогли принять участие в сегодняшней пресс-конференции, но, тем не менее,
Я как бы обобщу их вопрос. Мгм. Бродский, мой коллега из Московского комсомольца, и еще вот с коллегами обобщим вопрос. Значит, как вы, в принципе, оцениваете вот нынешнюю поездку в Россию? Все ли идет по плану? Как бы договариваетесь ли о новых встречах? Может быть, какая-то коррекция графика, там, Питер, Екатеринбург, вот вы говорили, вот, если можно. Да, к сожалению, жизнь не стоит на месте, программа меняется. Я очень доволен этой поездкой. В первую очередь я встретился с многочисленными нашими соотечественниками, которые работают в Москве, в Московской области. Приезжали даже из Иркутской области, из других областей Российской Федерации. Я очень доволен. Но планы меняются. Я должен был выехать в Санкт-Петербург, и там должна была быть встреча завтра. Но, к сожалению, надо убывать на родину, потому что Центральная избирательная комиссия, ссылаясь на то, что кандидат сам лично не представил своих уполномоченных лиц, хотя это по закону не обязательно, не требуется. Я оставил и руководителя штаба, и доверенных лиц, уполномоченных юридически и финансовым вопросам. Но у них требования. Они без Мадумарова соскучились, надо вернуться, как Наполеон в свое время говорил. Находясь в Египте, он устроился хорошо, благополучно. Генералы возмущаются, а степь, да пыль. Надо возвращаться. Нет, Наполеон говорит, надо до конца завоевать Александрию, и потом вернемся назад. И в одно прекрасное утро встал и говорит, нам надо вернуться. А все не понимают, почему. Тогда вот Вадим Александрович, наверное, помнит, говорит, Франция как женщина, нельзя оставлять надолго одну. Поэтому придется возвращаться. Центральная избирательная комиссия соскучилась. Хотят видеть самого Мадумарова. Исходя из этого, я выражаю благодарность всем тем нашим соотечественникам, которые встречались со мной, поговорили. Перед санкт-петербуржцами, как склоняется, кому как нравится, приношу свои извинения. И в Екатеринбурге то же самое. Они тоже готовились, они тоже были рады встретиться со мной, тоже приношу свои извинения и убываю, даст Бог, в будущем еще не раз будем встречаться с ними. До выборов еще приедете? А? До выборов еще приедете? А? До выборов еще. Ну, какова будет обстановка здесь, чисто, скажем, я дважды покупал билет, когда молодой человек задал вопрос, почему сегодня пролетели. Да потому что сегодня было возможно пролететь, а раньше не было возможности. Я дважды покупал билет, дважды отменяли. Да, пожалуйста. Да, последний вопрос после последнего. Значит, в силу информационного пространства в этот год, год российско-киргизской дружбы, организуется форум, именно форум по предмету политика, экономика и культура. Да. Вот. И на этом форуме как бы будут присутствовать уже не правительственные структуры, правительственные тоже, но здесь идет более простой, более свободный обмен информацией. Вот. Поэтому хотелось бы узнать ваше отношение к этому, наставление и какие варианты вы можете предложить по расширению заполнения интернет-пространства, чтобы те лица, которые больше пользуются смартфонами, получали нужную информацию. Спасибо. Я вначале как раз говорил, если вы имеете в виду этот форум «Голос Евразии», Да. я говорил, что колоссальный потенциал, мощный потенциал. И самое главное, это нужный проект. Я со своей стороны буду прилагать все усилия, чтобы этот форум состоялся. Максимально буду прилагать эти усилия, потому что это моя мечта. Потому что напрямую, чтобы общались наши производители с российскими потребителями, чтобы напрямую пообщались наши оперные певцы, фольклорные певцы, кинематографы, художники, музыканты, чтобы напрямую пообщались. Потому что это идет взаимообогащение, в любом случае. Взаимообогащение. Вариться в собственном соку так долго нельзя, иначе пойдет деградация. И вот это тут общение, и эта площадка дает возможности дальше развиваться.
увидеть что-то, нечто новое. Это дает импульс новый. И я хочу выразить благодарность всем инициаторам, которые организовывают этот форум. Я получил информацию, что это будет в Кремлевском зале. В большом зале, да, Кремлевского дворца. Я вам скажу, что желающих будет огромное. И любую информацию, которую вы хотели бы распространять на территории Кыргызской Республики, пожалуйста, мы обменяемся телефонами, данными. Я буду прилагать все усилия, чтобы максимальное количество граждан Кыргызской Республики получали информацию. Зачем, как, что, к чему. Я готов к сотрудничеству. А с другой стороны, знаете, очень хорошо, что перенесли на следующий год. Это, наверное, да. Я буду рад принимать участие. Что ж, спасибо большое, коллеги журналисты, за ваши вопросы. Адаханов, спасибо вам за ваши ответы. Пресс-конференция завершена. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.